И на этом у меня, наверное, все. Спасибо большое, Анатолий Юрьевич. Антонов это был один из основателей нашей первой якутской компании. Да, якутские аэрокосмические системы. Ну, сегодня я напомню, да, что мы здесь собрались обсуждать о научно-исследовательской проектной деятельности школьников и молодежи. Как раз два очень хороших у нас было спикера последних, да, кстати, которые сделали Tour de Force. И последний был, как говорится, Coup de Grâce. Это, значит, Антонов у нас рассказал то, что реально существует, да, так сказать, и делает очень интересные мониторинговые исследования, да, так сказать, как раз действующими объектами, что самое замечательное. И по этому поводу, да, кстати, хочу сказать, что сегодня 12 апреля, день самый важный для нас. 60 лет тому назад впервые в истории планеты человек, значит, покинул, как говорится, земную поверхность, да, так сказать, и оказался немножко чуть выше, да, так сказать. Сколько километров выше, я не помню, но, по крайней мере, так сказать, да, он попытался выйти за так называемую околоземную орбиту, да, что и случилось. Это почти 2 часа было, да, так сказать, длилось это удовольствие, которое дало нам очень большой повод сейчас праздновать, да, так сказать. Во всем мире сейчас каждый вечер, ну, не каждый вечер, каждый год вечером, да, так сказать, празднует так называемый Юрьев день. Это в Америке очень такая большая вечеринка, да, так сказать, Юрий's Night называется, да, так сказать, Ночь Юрия. Да, ну, мы в России, как говорится, не знаю, празднуем это или нет, знает, наверное, Андрей Николаевич, но хочу сказать, что для нас очень важно, что мы каждый год проводим свою викторину, да, Юрий Николаевич Романов, он проводит викторину космическую, которая сейчас сегодня 15:00 началась, да, так сказать, и, наверное, уже закончилась, я так понимаю, да, так сказать, но мы здесь собрались и хотим еще раз поблагодарить всех тех, кто принял участие в этом замечательном процессе, который начался 60 лет тому назад. Здесь приняли участие люди, которые непосредственно занимались и занимаются этим замечательным делом, космонавтикой. Василий Моисеевич, Василий Васильевич, который у нас был, да, кстати, реально вот приложившие руку, как говорится, этому процессу. И сейчас новое поколение наших исследователей, Андрей Николаевич и Антоний Юрьевич, пожалуйста, спасибо большое, что приняли такое замечательное участие. И я очень рад, что, Татьяна Егоровна, спасибо большое, что вы, значит, нас ознакомили с замечательными программами, которые вы ведете в таком обширном фронте, да, так сказать, деятельности, да, с очень небольшим количеством ребят, но которые получают самую невероятную, как говорится, и глубокую, значит, поддержку в их стремлении изучать космос. Спасибо большое. И спасибо всем тем, кто здесь принимает участие. Но я вот хочу сказать, что Андрей Николаевич хочет стать резидентом технопарка, да, так сказать, какая сейчас вот позиция технопарка, станет ли он вашим резидентом? Да, с Андреем поговорили, заявка, она поступала, и да, действительно у нас под запросы компании есть у нас и региональный центр инжиниринга, есть и офис под аренду, да, и я думаю, что, ну, шансы велики стать резидентом технопарка Якутия. Мы договорились с Андреем завтра встретиться, доработать заявку и, ну, подготовиться, собственно, к самому конкурсу. Так что спасибо огромное за то, что пригласили на это мероприятие. Как раз-таки вот с заявителем мы хотели связаться, и вот сегодня как раз-таки получилось, да, познакомиться лично. О, спасибо. Спасибо большое. Если у вас комментарий, может быть, вам IT-парк? Нет? Да, так сказать. Добрый день. Да, я руковожу IT-парком, и кроме этого еще работаю в акселераторе B8. И, во-первых, благодарен за приглашение. И мне было очень интересно. На самом деле, как бы
у меня у самого интересы, так скажем, к этой области. Я моделированием занимался раньше и там ракеты небольшие запускал. Вот. Очень приятно познакомиться с таким, кстати, интересным проектом. Я прям уверен, что он станет резидентом технопарка Якутия. У нас есть для этого и то есть есть и производственные мощности, которые помогут проекту развиваться. И я не случайно упомянул об акселераторе, что я думаю, что мы и можем в эту сторону тоже посотрудничать и, так скажем, коммерческую сторону проекта развить, потому что, мне кажется, что она там есть, что это не только вот такой чисто имиджевый или обучающий проект, а, возможно, это будет бизнес, так скажем. Так что мы еще пообщаемся и успехов. Спасибо. Большое спасибо. И я сегодня хочу поблагодарить как раз нашу организацию, которая здесь дала очень прекрасные возможности нам здесь собраться. Это точка кипения Северо-Восточного федерального университета. Спасибо большое за вашу поддержку. И я думаю, что мы будем и дальше, кстати, у вас собираться. Следующая, как говорится, инсталляция будет 21 апреля. И я думаю, что мы сможем там букинг сделать, кстати, это уже 21, это 12, а тут 21, кстати. То есть там, значит, взгляд из космоса на Землю, то есть это гисовские технологии будем изучать, кстати, тоже интересно, потому что мы всегда хотим узнать побольше о нас, как говорится, о нас самих, Главная задача, которую перед нами поставил в свое время Сократ, или Сократу поставил кто-то, кстати, Пифия Дельфийская. Спасибо большое. Как говорится, thank you very much всем, кто принял участие в этом замечательном сегодня конференции или встрече, круглом столе, как вы хотите назовите. Но все это будет у нас на нашем YouTube-канале. Ребята, послушайте, посмотрите, кстати, и можете задавать через нас вопросы нашим замечательным участникам, кстати, самому Андрею Николаевичу, кстати, Василию Моисеевичу, всем тем, кто принимал сегодня участие. Спасибо большое. Всех очень сильно и горячо, искренне благодарю. Спасибо.